Иду с парикмахерской. Меня только что подстригли, как какое-то животное. Просто. Обычно меня стригут минут 20, а тут где-то за 5-10 минут просто резко, так грубо. Бэм-бэм-бэм. По бокам 0. Хлобысь, хлобысь, хлобысь. Я сижу такой, больно-то как жестоко. Но потом чуть-чуть подровняли, но тоже через расческу железную своим аппаратом. Бам-бам-бам. Как-то жестко состригает, агрессивно. Я почувствовал себя, не знаю кем. Лошадью, наверное, которую стригут. Лошадь вообще стригут? Ну, в общем, если лошадь стригут, то ее, наверное, стригут грубо. А до этого мы с подругой гуляли, с буряткой. И я спрашиваю, мы проходили мимо парикмахерской, я спрашиваю, а ты здесь стрижешься? Она говорит, не, я тут не стригусь. Вообще я стригусь в Улан-Удэ, потому что здесь очень агрессивная стрижка. Они не жалеют твоих волос, они просто берут и как крупнорогатый скот просто тебя... Я не знаю, может быть, не во всех парикмахерских. Я, конечно, был где-то на рынке на каком-то там, где-то баранов разделывают, где-то там что-то еще делают, мясо пилят, тушу какую-то. И я сижу, и такая здоровая тетка стрижет буквально за 5 минут. Вроде нормально получилось, не знаю. Ладно, я пошел на концерт. Сегодня мероприятие крутое. Дисклеймер. Все герои в данном ролике вымышлены. Все совпадения случайны. Весь алкоголь и табачные изделия – муляж. Создатели данного видеоролика ведут только здоровый образ жизни, чего и вам советуем. Приятного просмотра. Одно из лучших занятий, которое можно сделать во время путешествия пьющему человеку, это попробовать местное бухлишко. Первые упоминания о монгольском пиве относятся к 1924 году и связаны с неким российским пивоваром. В 1937 году на берегу реки Тул было открыто небольшое производство. Популярность легкого спиртного среди местного населения росла с невероятной скоростью. Не желая отходить от традиций, монголы стали называть пенный напиток шар-айрагом, что в переводе означает «желтый кумыс». Монгольское пивко производится по двум направлениям – по лицензиям зарубежных компаний и силами местных заводов. Наибольшей популярностью пользуются светлые фильтрованные лагеры с умеренной горчинкой и приятным послевкусием. Йоу, Кокраш на связи. Я отстоял двухчасовую очередь и попал в стадион. Пожалуйста, за моей спиной читают рэперы. Первым на сцену вышел Куиза. Сейчас выступает второй номер, я не услышал, кто это. Сейчас пойдем посмотрим. Это, походу, читает группа iStop, потому что я только что услышал это слово. Вот, iStop. Кстати, что пьют монголы? Монголы пьют Балтику 7. Я только что взял себе Балтику номер 7. Я в России не пью, но здесь можно. Где пригубить монгольского пивка? В столице работает сразу несколько ресторанов, имеющих свою пивоварню. Прямо в центре города располагается паб MB Beer Plus, где можно не только выпить разливного, но и сытно отужинать. Пиво живое, вкусное. За стеклянной стеной стоят огромные емкости для варки пивандрия, в которых прямо при тебе бродят дрожжи. Персонал говорит на хорошем английском. Рядом есть Grand Han Irish Pub. Там можно испить разливного пиваса марки Чингисхан и послушать живую музыку. Чаще всего это рок, который я не особо слушаю, и там ошивается много иностранцев из разных стран, которые мне тоже не особо интересны. В общем, не мой вайб. Я люблю молодежные бары, где тусят именно монголы. Испробовать настоящего бельгийского пивка можно на первом этаже, пожалуй, самой известной и дорогой гостиницы The Blue Sky Hotel and Tower. Цены неоправданно конские, и лично мне все нефильтрованное пиво мира кажется каким-то совершенно мерзким, блевотным, полупрокисшим лимонадом. Йоу-йоу, Кокраш на связи, пьет Балтику 9, Балтику 7, за ваше здоровье. Слушаем монгольский рэпчик. Летает вертолет и сбрасывает какие-то бумажки, такие светящиеся. Но у меня внезапно началась паническая атака. Вдруг вертолет упадет на стадион, и мы все умрем.
Не хотелось бы погибнуть в Монголии. Хотелось бы умереть у себя дома, на родине, в родной Якутии. Блин, Балтика закончилась. Ё-моё, наказание. И начали продавать, знаете что? Начали продавать кулер. То есть я в Монголии проливаюсь российским пивком. Блин, тут же у них очень классная аргышка есть. Называется Алтенгоф. Первое монгольское пиво премиум-класса выпускается с 2003 года. За время существования на рынке бренд продемонстрировал хорошие результаты, завоевав аудиторию лояльных потребителей. Пивандор варится по традиционной немецкой технологии Рейнхеитсгебот и считается премиальным. Напиток впитал в себя все чары магии пустыни Гоби, олицетворяя ее удивительную красоту. Благодаря сочетанию благородных традиций пивоварения и инновационных технологий, напиток приобретает золотисто-желтый цвет, отражающий солнечную красоту монгольской пустыни Гоби. Я с братишками выпил 2 бутылочки, и мне зашло. Достойный сухой лагерь, ничуть не уступающий немецким или чешским маркам. Ну, вкусно. Прямо сейчас играет трек Алейханзе и Сарюна. И вот монголы танцуют, кайф ловят. Круто, да? Наверное, очень круто выступать перед такой огромной публикой, блин. Когда-нибудь я тоже выступлю в Монголии с тречком каким-нибудь новым. Сэнгур – это пиво мирового класса, произведенное по современным технологиям в соответствии со всеми установленными требованиями и стандартами. Первые партии пивчанского поступили на прилавки монгольских магазов в 2007 году. И уже в 2014 году на международном конкурсе World Beer Awards бренд получил все азиатские награды и золотую медаль. В 2015 году они начали выпускать первый монгольский бланш под названием Сэнгур White. И уже через год на том же World Beer Awards бренд был назван лучшим пивом Монголии. Именно Сэнгур White я бы сравнил с классическим Хугарденом, так как в аромате он тоже сочетает в себе нотки цедры апельсина, окутанные запахом спелой пшеницы. Об этом напитке я вспоминаю с самым что ни на есть теплым чувством. Сэнгуры бывают с яблочно-клюквенным вкусом, с мангово-персиковым и со вкусом лимона. Я все заценил и предпочтение отдаю классическому. Первый ужин, сэнгуры, японские суши. Потом Сэнгур, потом еще есть Нистер некий, еще есть пиво Чингисхан. Но, блин, здесь этого всего нету. Я приехал сюда, я думал, я попробую монгольское пивко, но приходится пить российскую сивуху, сори. Там что-то скидывают, что-то ловят дети. Продолжают летать вертолеты, скидывать какие-то цветные бумажки. Люди их ловят и получают удовольствие. Но с каждым разом вертолет пролетает все ниже и ниже, и мне кажется, он упадет, и я умру сегодня. И мне кажется, сегодня настанет день моей смерти. Но монголы радуются, как бы, и это главное. Вот смотрите, смотрите, вот сейчас кто-то поймает и кайфанет. О, sorry, I'm sorry. Об монголов споткнулся. О, может, я тоже поймать, может, я там... О, какая радость, да? Пиво Боргио, которое я, кстати, так и не попробовал. Потому что как только приехал в Улан-Батор, в первый же день на автовокзале Драгон увидел грязных алкашей, передающих по кругу баллон именно этого бренда. Подумал, что это второсортная сивуха для бомжей-абрыганов, и пока шел пешком до гостиницы, даже придумал рэп-строчку для диса на оппонента. «Вчера пил Боргио, а сегодня в морге он». А когда узнал, что это чуть ли не лучшее пиво в стране, за такие мысли стало немного стыдно, ведь Боргио – самый знаменитый пивной бренд Монголии. Он производится аж с 1927 года. Солод и хмель достигают в нем идеального баланса, даруя пиву оттенок сладости, обеспечивая мягкий, яркий и освежающий вкус. Содержание алкоголя 5,5%. В следующий раз обязательно попробую. Ну вот, пожалуйста, салют. Я ушел на полчасика пораньше. И салют. Где? Все? Салют?
закончился? Нислел тоже является одним из старейших брендов пива Монголии, ведь его история тянется из далекого 1972 года. Пива сварится, конечно же, по немецкой технологии и реализуется в разной таре. Содержание алкоголя ровно 5%. Его рекламируют разные рэперы, начиная с мастодонтов монгольского олдскула группы Люмина, продолжая звездами новой школы в лице Миссис М и ЦЦ, различными КВНщиками, стендаперами, блогерами и так далее. Я его тоже пил. По мне так это легкое пиво с отменным вкусом и приятным ароматом. Кстати, в Улан-Баторе у меня ни разу не было похмелья. Я мог выпить литр и даже 2 литра пива и утром проснуться как огурчик. Чего нельзя сказать про посиделки в российской периферии, когда пропускаешь всего одну баночку пива и 2 дня валяешься с похмелья, борясь с депрессией. Видимо, алкоголь тут совсем другой. Темных сортов здесь ожидаемо меньше, но они имеются, и наиболее известный среди них Дункель Хар Харум, названный в честь древней столицы Монголии. Пиво с густым вкусом солода, нотками фруктов, карамели, чернослива, орехов, изюма, коричневого сахара и патоки, со сладким и сухим послевкусием. Производится с 2003 года. Это я прочитал в интернете, лично не пробовал, так как темное пиво тоже не пью. Недавно появился еще какой-то сирун, я его как-то не решился дегустировать. В общем, сортов монгольского пива гораздо больше, чем упомянуто в этом влоге. Одни из них исчезают, другие появляются. Думаю, для базового представления 5 разобранных тут видов пива будет достаточно. И вообще, синька – это зло. Не пейте пиво, занимайтесь физкультурой. С вами Кокраш, мир, до связи.